Из Инты отправлена очередная партия гуманитарного груза для помощи беженцам из Донбасса. В нашей Инте продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса и нашим доблестным солдатам, нашим воинам. Конечно, люди не остаются равнодушными, поэтому постоянно звонят, спрашивают, уточняют, приходят в Интинское местное отделение партии по улице Мира, 26, где открыт наш центр по приему гуманитарной помощи, и приносят то, чем могут поделиться. В мае мы отправили большой вагон с гуманитарной помощью. Это был старт. Все лето мы собирали, и вот сегодня 40 коробок снова упаковали. И, конечно, чтобы они не стояли, мы понимаем, насколько это все востребовано, и люди ждут, и люди в этом нуждаются, поэтому стараемся не задерживать, а как только собираем более-менее такую вот уже объемную партию, то, конечно, стараемся сразу отправлять. Вся Россия участвует в сборе гуманитарных грузов. Гуманитарную помощь оказывают и добровольцы, и органы власти различного уровня, и общественные организации, и простые жители. Все те, кто хочет помочь людям, оказавшимся в беде. Хочется сказать огромное спасибо и трудовым организациям, предприятиям, и жителям, и различным партиям, общественным организациям, всем, кто остается неравнодушным. Интинцы еще в феврале активно подключились к благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи. В первой партии груза были отправлены несколько десятков коробок всего самого необходимого: консервы, макаронные изделия, сахар, чай, крупы, спички, средства личной гигиены, книги и многое другое. Наши жители приносят очень много продукты питания. Это гречка, макароны, крупы разнообразные, паштеты, тушенка, что еще? Бытовая химия, так же как приносят, и зубная щетка, паста. Все это каждый принесет вроде как бы одну щетку, но если мы все вместе соберем, то получается очень хорошая помощь людям, которые сейчас находятся в трудной ситуации. Мало того, что собираются продукты, средства личной гигиены, моющие, чистящие средства, мы сегодня понимаем о том, что не за горами зима. И как люди будут зимовать, и как они будут переживать зиму на Донбассе, это, конечно, очень сложный вопрос. Поэтому объявила «Единая Россия» акцию «Бабушкина забота», в рамках которой мы собираем вязаные вещи, теплые вещи, шарфы, шапки, носки, рукавицы. Безусловно, они пойдут и жителям Донбасса, и в детские дома, деткам, которые остались, к сожалению, без родителей в ходе вот такой обстановки. Ну и также мы согреем своим теплом и одиноких людей, пожилых людей. Ну и, безусловно, конечно, если гуманитарные центры посчитают нужным отправить на фронт, отправить солдатам, то, конечно, они отправятся, эти грузы отправятся туда тоже. Также стартовала ежегодная акция партии «Единая Россия. Собери ребенка в школу». Помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году данную акцию распространили и на помощь Донбассу и освобожденным территориям. В преддверии нового учебного года запущена еще одна акция в рамках, опять же, всей большого мероприятия. Акция «Собери ребенка в школу». Мы прекрасно понимаем, насколько тяжело и трудно собрать в школу ребенка из обычной семьи. Да, это всегда и дорого, и накладно, и всегда как-то семья планирует свой бюджет для того, чтобы как-то ребенку обеспечить все необходимое для учебного года. Мы представляем, насколько сложно сейчас собрать ребенка на том же Донбассе. Да, то есть мы понимаем это, мы это учитываем. И, конечно, интинцы несут и канцелярию, и тетради, и карандаши, и ручки. Кто-то несет сменную обувь деткам, спортивные вещи, для того, чтобы ребенок пошел в школу и был уверен, что у него все есть. Поэтому мы акцию продолжаем и приглашаем каждого жителя внести свою лепту. Пункт приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса располагается в общественной приемной главы Республики Коми по адресу улица Мира, дом 26. Сформированные коробки в дальнейшем направляются в Центр сбора гуманитарной помощи в Сыктывкар и уже отсюда нуждающимся на Донбасс. В администрации округа прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты обсудили несколько вопросов, в том числе касающихся обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях. Все объекты образования оснащены системами пожарной защиты. Это стрелец-мониторинг. Во всех организациях функционирует АПС. Третье. Все организации обеспечены первичными средствами пожаротушения, со сроком эксплуатации которых организован жесткий контроль. Четвертое. Организовано поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации. Мы сейчас, в течение этой недели у нас была приемка образовательных организаций к началу нового учебного года. Вот на этот пункт очень уделяли особое внимание.
В планах работы в новом учебном году предусматриваем следующие обучающие мероприятия как для персонала образовательной организации, так и для детей. Это проведение учебных эвакуационных мероприятий в соответствии с планом, это регулярно проходит. Также беседы, различные встречи, классные часы по вопросам соблюдения противопожарной безопасности, плановые и внеплановые инструктажи, ну и, естественно, обучение в соответствии с планом должностных лиц. В Инте функционирует 10 школ, 5 детских садов и 2 организации дополнительного образования. При их подготовке к новому учебному году надзорными органами было вынесено несколько предписаний. Работа по их устранению ведется в первостепенном порядке. По итогам плановых проверок в 2020 году у нас было только одно предписание. По сравнению с 2021 годом их было 11. Это в ЦВР, это учреждение дополнительного образования в сфере образования. Было 5 пунктов предписания, было 6 пунктов предписания, 5 мы выполнили, такие незначительные, и 1 в стадии исполнения, это установка противопожарных преград дверей на путях эвакуации. Договор уже заключен, срок исполнения по предписанию 31 августа, работы будут завершены к 1 сентября точно. В течение нескольких месяцев весной и летом в Инте проводилась плановая проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов. В рамках программы обеспечения противопожарной безопасности в 2022 году приобретено 4 новых пожарных гидранта, 25 пирамид и 30 координатных табличек. На балансе администрации в настоящее время находится 156 источников наружного противопожарного водоснабжения. По результатам межведомственного комиссионного осмотра и проверки, которая проводилась в период с 15 мая по 15 июня 2022 года, было установлено, что 30 пожарных гидрантов невозможно использовать по назначению, сломаны либо демонтированы. В ходе устранения выявленных недостатков в 2022 году была проделана определенная работа, было приобретено, установлено 4 новых пожарных гидранта, произведен ремонт 3 пожарных гидрантов. Также, в ходе проверок, пришли к такому решению, что часть пожарных гидрантов, которые у нас в перечне находятся, уже потеряли свою актуальность, и необходимость их дальнейшей эксплуатации отпала. Поэтому эту работу нужно будет нам провести совместно с коллегами и что-то исключить. Сейчас навскидку порядка 10, наверное, таких гидрантов можно убрать из перечня. На мероприятие по обеспечению надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения ежегодно выделяются денежные средства. С 2019 года это было по 400 тысяч ежегодно. В этом году приобретено, как я уже сказал, выше 4 новых гидранта, и на ремонт отремонтировано 3 гидранта. Ежегодно проводится работа по формированию добровольной пожарной дружины, которая в случае необходимости может быть привлечена к тушению пожаров. На данный момент в Итийском районе не зафиксированы возгорания лесных массивов. С 10 июня на территории Могу-Инта введен особый противопожарный режим. За это время прошло 3 лесных пожара. В постановлении правительства 250, которое четко прописаны мероприятия, которые должны быть проведены, были уже. В июле месяце была проведена проверка добровольной пожарной дружины населенного пункта Кочмес. Результат проверки: подразделение не готово выполнять свои функции. Старшего дружины вопросы пожарной безопасности не интересуют, возможно интересуют, но никаких либо проблемных вопросов от него не поступало в адрес администрации или пожарной части. Последний вопрос повестки заседания – безопасность людей на водных объектах. В этом году в Инте уже зафиксировано несколько происшествий с летальным исходом. За полугодие у нас по республике 52 происшествия, из них 45 человек утонуло, из них 8 детей. На Интинском участке у нас детей нету, 4 человека только. 2 из них непонятно, то ли утонули от алкоголя, то ли нет, нету экспертизы никакой. 2 сердечные приступы обоих. У нас на Интинском участке проводится с администрацией, с представителями администрации выходы вдоль рек, мы раздаем брошюры всем, раздаем памятки. В основном у меня проблема в том, что дети без присмотра родителей остаются. Родители занимаются это в интернете, случаев очень много по республике. Кто-то занимается, а дети на глазах у них тонут. Тут в Сыктывкаре случай был, мама пока занималась йогой, на ее глазах утонул 6-летний ребенок. Так же, как по Усинску, сейчас недавно в основном 11-15 лет дети без присмотра. Это самое такое у нас по Инте таких случаев нету и не будет, потому что проводится с детьми
очень хорошая. По школам выходим, патрулируем по рекам, когда есть время. Сотрудникам Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Коми в городе Инта рекомендовано продолжить профилактическую деятельность с населением, в том числе с привлечением общественников и средств массовой информации. В преддверии начала учебного года в Инте прошла комиссионная приемка школ, садов и гимназий города, а также учреждений спорта и культуры. Заместитель руководителя округа Елена Моторина в сопровождении представителей отдела ГО и ЧС администрации округа, специалистов ГОНО и руководителей на местах проверила готовность каждого отдельного учреждения. В этом году у нас работают две комиссии. Мы одновременно принимаем школу к работе в новом учебном году. И работает комиссия по контролю, по обеспечению объектов культуры, спорта и образования антитеррористической безопасности. То есть две комиссии параллельно работают, очень плодотворно. Мы уже работаем сегодня третий день, завтра остался последний день, будем смотреть объекты культуры. Ну и выводы вот за эти 3 дня, которые прошли, в общем-то, наши учреждения к новому учебному году готовы. И очень приятно, сделан огромный объем работ ремонтных, текущих работ, проведена уборка. И также вопросы безопасности мы очень подробно рассматриваем. И если есть какие-то замечания у специалистов, конечно, эти замечания будут приняты руководителями, и все будет исполнено. Проверка образовательных организаций, подписание актов их готовности к новому учебному году – это ответственный процесс для каждого учреждения. Впервые в состав комиссии был включен представитель профсоюзов. По рекомендации Министерства Республики Коми я была включена в состав по проверке учебных заведений школьных и дошкольных. Я являюсь председателем профсоюза школ города и детских садиков. Поэтому вот в этом году уже я хожу. Мои впечатления, конечно, посмотрев на всю работу, работы, конечно, трудоемкие. Объехав, вернее, все школы и детские садики, я могу сказать, что школы и детские садики к приему детей дошкольного образования и школьных уже готовы. В рамках 3-дневного осмотра интинских учреждений специалисты проверяют состояние учебных кабинетов, пищеблоков, спортзалов, осматривают, насколько качественно выполнены мероприятия по благоустройству территории, текущему ремонту и устранению ранее выданных предписаний. Особое внимание уделяется противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений. Проверялось наличие систем видеонаблюдения, систем оповещения в зданиях. Также проверялось, соблюдение правил пропускного режима с использованием технических средств. В целом объекты, находящиеся на территории нашего муниципалитета, готовы к началу нового учебного года. С 1 сентября во всех школах страны ведут еженедельную традицию поднятия российского флага с исполнением гимна перед началом занятий. Проверяющие поинтересовались, как и где оборудованы для этого площадки. Раз в неделю по понедельникам будет подниматься флаг, будет звучать гимн. Дежурный класс здесь будет стоять во время поднятия, а классы будут находиться у себя в кабинетах и слушать в этот момент гимн. И так как классы постоянно по неделе дежурят, соответственно, будет постоянная сменяемость. И те классы, которые будут дежурить, они будут здесь присутствовать. Ну и, соответственно, начальные классы здесь тоже будут. И раз в неделю будет таким образом проводиться процедура поднятия флага и прослушивания гимна. За лето каждое учреждение выполнило ряд косметических ремонтов. В некоторых прошли и капитальные восстановительные работы. В 10-й школе 3 класса отремонтировали капитально. Выполнена перетирка и водоэмульсионная окраска потолка, оштукатуривание и выравнивание стен и дальнейшая их покраска. В одном кабинете постелили новый линолеум. Объем работ большой выполнен. Капитально отремонтированы уже 3 класса практически, вот 3-й заканчивают. Сделали во входной группе козырек, то есть полностью перекрыли его, облагородили металлом. И своими силами больше 8 уже классов сделали полы, покрасили где-то стены. Таким образом, к 1 сентября, конечно, все будет готово.
В пищеблоке образовательного учреждения ведутся работы по монтажу новой посудомоечной машины. Старый агрегат служил 10-й с 1994 года. Столовая 10-й школы является базовой. Здесь готовят еду для детей из школ номер 5, 10 и лицея номер 1. Этим занимаются более 10 сотрудников кухни. Объемы готовки здесь поистине имеют промышленные масштабы. Посудомойка эксплуатируется ежедневно. На приобретение нового оборудования администрация округа выделила 537 тысяч рублей. В лицее номер 1 бригада штукатуров-маляров ГУНО завершила капитальный ремонт спортивного зала. Здесь проводились восстановительные работы после протечек кровли. Параллельно сотрудники лицея собственными силами и средствами выполнили косметические ремонты нескольких кабинетов. В детском саду «Крепыш» этим летом проведен обширный ремонт, какого не было здесь уже несколько лет. Бригада штукатуров-маляров ГУНО выполнила капитальный ремонт пищеблока. За счет собственных средств учреждения в детском саду «Крепыш» обновлены входные группы. В коридорах обоих крыльев здания вместо старого изношенного линолеума теперь уложен керамогранит. Здесь же произведена замена 4 радиаторов отопления на биметаллические. Ремонт косметический мы проводим ежегодно, но так как в этом году мы закрыты на летний период, поэтому мы провели такие, скажем так, грандиозные работы. Мы сделали 3 группы. Группа «Радуга», группа «Любознайки» и группа «Улыбка». Сделали кабинет учителя-логопеда и спортзал сейчас делаем, тамбура заканчиваем. Положили кафель, керамогранит в входных при входе. Косметические ремонты выполнены в спортивном зале и нескольких группах сада. В кабинете логопеда также покрашены стены и побелен потолок. Произведена замена светильников и постелен новый линолеум. В детском саду «Рябинушка» с начала лета ведутся ремонтные работы. В рамках проекта «Народный бюджет» здесь выполнен ремонт чаши бассейна и установлен новый фильтр-насос. В ряде ясельных групп, расположенных на первом этаже здания, произведена замена старых окон на новые пластиковые. Отремонтированы 2 подсобных помещения прачечной и полностью пищеблок. И машинное отделение, и там, где у нас происходит глажка белья, и кабинет костелянши. Заменили мы там все розетки. Велись работы электриками в щите, заменили очень много автоматов. Всего в этом году на укрепление материально-технической базы всех интинских учреждений образования из местного и республиканского бюджетов выделена субсидия в размере почти 5,5 миллионов рублей. На мероприятия по комплексной безопасности выделено почти 2,5 миллиона рублей. Дополнительно каждое учреждение за счет собственных средств выполняло ремонтные работы. Все интинские учреждения образования практически полностью готовы к приему деток. Остались последние штрихи и генеральная уборка помещений. Руководители и коллективы садов и школ приложили для этого максимум стараний. На прошлой неделе 2 дворовые территории, Куратова 60 и Куратова 64, были отсыпаны красной породой. Это инициатива управляющей компании «Звезда», на жилом фонде которой находятся данные многоквартирные дома. На сегодняшний день к нам обратились жители с тем, что мелкая фракция этого ПГС при несоблюдении скоростного режима автомобилями отлетает, так скажем, в машины. И поэтому было принято решение произвести отсыпку дворов. Но на сегодняшний день все, что было, это красная порода. Поэтому это, конечно же, вынужденная мера. Это не красота какая-то, да, и я надеюсь, что это не навсегда. Потому что дворы Куратова 60-64 еще в 2017 году было проведено собрание с жителями, и дома включены в программу по «Комфортная городская среда» по благоустройству. То есть с 2017 года мы ждем, когда на этих дворах будет произведено асфальтирование. Своими силами управляющая компания проводит здесь благоустройство. Так, для жителей вдоль домов была уложена пешеходная дорожка из плит. Производится подсыпка проезжей части дворовой территории. Это временное решение управляющей компании, и жители надеются на полноценное асфальтирование. В Инте много дворов, нуждающихся в ремонте, и пока очередь до данного жилого фонда не дошла. Здесь совсем не было асфальта, территория была в ужасном состоянии, и мы самостоятельно произвели отсыпку этой крупной фракции ПГС и сделали пешеходную дорожку и на Куратова 64, и на Куратова 60. Но это, еще раз говорю, что это, надеемся, что это временно, и нам все-таки мы дождемся асфальтирования этих дворов. Хотелось бы сделать, потому что все-таки в этом микрорайоне вообще проблема с благоустройством. Дома построили, а ни парковочные места, ни асфальтирования сделано не было надлежащим образом, как должно было быть. Я не знаю, может быть,
СССР и не хватило денежных средств на благоустройство. Данные дома полностью заселены, и собираемость коммунальных платежей здесь также высокая. За деньги, которые жильцы платят своей управляющей компании, и были выполнены работы по отсыпке дворов. Их стоимость порядка 80 тысяч рублей. Также сотрудники ЖЭКа провели покос травы и выпил ивника рядом с домом номер 62. В ближайшее время на этой территории планируется организовать большой субботник. Мы планируем здесь провести субботник возле домов Куратова 62. Очень сильно там зарос ивником дом и территория, и Куратова 60-62, да. Я пригласила помочь нам председателя Совета города Артееву Ирину Викторовну, и запланировано было на сегодня, но так как сегодня идет дождь, субботник перенесем на более благоприятные условия. Когда дата субботника будет определена, управляющая компания обязательно известит жителей данного микрорайона, и они смогут присоединиться к нему. Пандемии были отменены. Этим летом интинцев ждет насыщенная культурная программа, которая будет проходить в течение нескольких дней. И начнем мы с 20 августа. 20 августа наша Центральная библиотека представит фольклорный фестиваль на своей площадке, поэтому, пользуясь случаем, всех приглашаю 20 августа в 15 часов на площадку Центральной библиотеки посмотреть фольклорный фестиваль «Лов Яков. Живое слово». К слову сказать, этот фестиваль состоялся благодаря тому, что наша Центральная библиотека победила в проекте «Народный бюджет». И у интинцев будет прекрасная возможность посмотреть реализацию данного проекта. Они тоже участвовали, все мы участвовали, вся Инта участвовала в этом проекте. Поэтому сейчас коллектив Центральной библиотеки усиленно готовится к этому замечательному фестивалю. Затем 21 августа мы с вами перенесемся на площадь поселка Южный и посмотрим концертную программу «Край родной, навек любимый», который подготовлен нашими творческими коллективами. Самые крупные мероприятия пройдут непосредственно 22 августа, в День Республики. Интинцев и гостей города ждут на центральной площади города. Здесь покажут все многоцветие севера, весь его национальный колорит. На площади имени Ленина будут расположены фотозоны, пройдет ярмарка мастеров, запланирована большая концертная программа. С утра точки общественного питания начнут уличную торговлю. С 10 до 16 часов у интинцев будет прекрасная возможность посмотреть выставку мастеров декоративно-прикладного творчества, посмотреть концертную программу, поучаствовать в спортивных соревнованиях, которые представляют наши спортивные организации, послушать песни о городе и о республике, и, конечно, будет представлена выездная торговля. Вот такие, это очень кратко я рассказала о тех мероприятиях, которые пройдут в рамках празднования столетия Республики Коми. И хочу сразу сказать, что 24 числа у интинцев есть прекрасная возможность посетить наш кинозал Дворца культуры и техники в 12 часов в рамках фестиваля «Республика в кадрах кинохроники» состоится премьера документальных фильмов о Республике Коми. Посещение в данном случае бесплатно. 27 августа в Сыктывкаре состоится выставка достижений и возможностей различных отраслей хозяйства нашего региона «Достояние Севера», посвященная столетию образования Республики Коми. Выставка проходила с 2016 года. К сожалению, в условиях коронавируса она была закрыта. И в этом году мы также выезжаем с творческими коллективами. Пользуясь случаем, приглашаю интинцев, которые будут находиться в городе Сыктывкаре. И наше интинское землячество города Сыктывкара, официальные письма уже направлены на Александра Николаевича Попова. И мы находимся в торговом центре «Июнь» с 10 до 18 часов. Представлять мы будем наш праздник оленевода, конечно, с новыми выкладками. Также, пользуясь случаем, хочу напомнить интинцам, что у праздника оленеводов есть свой сайт, который имеет обратную связь, и мы очень бы хотели, он работает, и мы бы очень хотели, чтобы интинцы все-таки почаще заходили на этот сайт и оставляли свои пожелания, потому что мы также усиленно готовимся все-таки к празднованию праздника, который уже полюбился всем интинцам и не только, поэтому ждем ваших отзывов, ждем ваших предложений.
Тереп-Кэр – это визитная карточка Приполярья. Для того, чтобы лучше и нагляднее представить то, чем по праву гордится Инта, организаторы создадут фотозону, которая включает в себя баннер с изображением упряжки оленей и оленеводов. Здесь же состоится демонстрация фильма Тамары Прониной «Республика Коми. Олени», канала телепутешествия, в котором журналистка знакомит зрителей с архитектурными и историческими достопримечательностями Инты, рассказывает об оленях гонках и работе пастухов, описывает природу национального парка Юг-2. На выставке Инты будет представлена абсолютно новая продукция компании «Серпас», линейка сувенирной продукции праздника Тереп-Кэр. Можно будет продегустировать мясную продукцию общества «Интинское», агрокомплекс Инта Приполярная. Вокальное сопровождение интинской делегации на выставке «Достояние Севера», народный коллектив ансамбля песни «Сударушка».